Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных 12 православных праздников. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя. По преданию, Пресвятая Дева Мария жила и воспитывалась в храме до 14 лет. Затем она должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, либо вернуться в дом к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу остаться навсегда девою. Тогда священники обручили ее дальнему родственнику, старцу Иосифу, славившегося своим благочестием, который должен был оберегать ее невинность и чистоту. Живя в галилейском городе Назарете в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как при храме. Спустя несколько месяцев к Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ее, что она обрела величайшую благодать у Бога – быть матерью Сына Божия. Мария эту весть приняла со смирением. Таким образом, как учит Церковь, она показала всем верующим пример покорности Господу. Бог, Творец, Он показывает нам Сына Своего через Богородицу, и Рождество Его связано с началом нашего спасительного православного учения. Если Богородица была бы не введена в храм с 3-летнего возраста, она бы могла бы по-другому все это расценить. Но будь по-твоему, будь по слову Твоему. Вот это Слово Божие, оно всегда пускай будет симметирующим нашим для всего рода человеческого. Мир вам всем, еще раз всех с праздником вот такого величайшего события Благовещения, чтобы мы могли только думать о благом, говорить о благом и относиться друг к другу с благими намерениями. Это самое главное. Узнав, что Мария носит ребенка, Иосиф тайно хотел отпустить ее, но ангел Господень явился ему во сне и сообщил, что ребенок от Святого Духа. Тогда Иосиф поступил, как ему велел ангел, принял жену. У них родился сын, и нарекли его Иисусом, как предсказывалось. В Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы на богослужение пришло немало людей. Верующие отмечали важность праздника Благовещения. Всех православных христиан поздравляю с этим таким светлым Благовещением, с праздником. Всех вас поздравляю. Желаю мира, любви, счастья. Я второй раз уже у вас, а сама я из Москвы. Всех благ вам, дорогие абхазцы. Мы вас очень любим. И чтобы мы вот эту последнюю неделю провели очень серьезно, подумали о себе. И чтобы все у нас было замечательно. В день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы верующим разрешается есть рыбу. И это первое послабление за Великий пост. Впереди еще один большой праздник – вход Господень в Иерусалим. А там остается всего неделя до главного христианского праздника – Светлого Христова Воскресения. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.